первую очередь я считаю, что это работа Министерства иностранных дел Республики Казахстан, его взаимодействие как с Министерством иностранных дел Украины, так и с другими участниками конфликта, например, там, с тем же российским МИДом. Дело в том, что да, ситуация действительно плохая. Есть, конечно, вот хорошие истории с обменом, но вы правильно подчеркнули, что неизвестно, что с этими людьми будет дальше и вернутся ли они в Казахстан в целом. Для тех же, кто в плену, для их родственников, я бы сказал, что есть возможности, нужно обращаться в Министерство иностранных дел. Существуют так называемые Женевские конвенции 1949 года об обращении с военнопленными, которые допускают определенные возможности. В первую очередь для этого нужно, опять же, согласие всех участников. То есть это нужно согласие самих военнопленных, неважно, граждане какой они страны, нужно согласие украинских властей, и, соответственно, нужны те возможности, те условия внутри Казахстана, при которых эти люди могли бы пребывать. То есть обеспечение им здесь всех условий по конвенции, то есть запрета там каких-либо пыток, жестокого обращения,